Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы вам расскажем о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о мероприятиях в Якутии. Мы поговорим об активном отдыхе и, конечно, покажем потрясающие кадры, снятые на открытом воздухе. В начале выпуска поделимся отличными новостями из Верхневилюйска. Там торжественно открыли новый детский сад «Теремок». Центр развития ребенка, детский сад номер 2, рассчитан на 240 мест. В трехэтажном здании разместится 12 групп. Каждая комната оснащена современным оборудованием и мебелью, специально предназначенной для детей. Также в дошкольном образовательном учреждении открыт специальный компьютерный класс. Мне это очень приятно, и мы сделали очень хороший презент того, что нет в России, имели такой продукт новый, совершенно презентовали здесь. И я думаю, мы будем поддерживать, и надеюсь, наши отношения с Верхневилюйском улусом будут только развиваться. Предлагаю прямо сейчас переместиться в Хангаласский район, в одной из ведущих агропрофилированных школ республики села Улахан-Ан. Азам овощеводства и животноводства начинают обучать с младших классов. Сегодня при школе работает круглогодичная теплица, мини-ферма с крупным рогатым скотом и кроликами. О том, насколько рентабельно держать при школе такое хозяйство, смотрите далее. Агропрофилированной вторая Мальжигарская школа стала в 2005 году, одной из первых в республике. Сразу стали сеять основные овощные культуры – картофель, капусту, морковь и свеклу. А в 2010 году построили круглогодичную теплицу, где выращивают огурцы, помидоры и зелень. Весной реализуем рассаду тепличных культур жителям близлежащих наслегов, таких как Тумул, Титары и Чкалов. Продаем и жителям села Булгуняхтах. По заказам доставляем и в Верхний Бестях, и Покровск. Кроме этого, выращиваем картофель, капусту, морковь и свеклу. Это позволяет не только привлекать деньги во внебюджет, но и позволяет не покупать овощи для школьного питания. При школе есть мини-ферма, где содержатся 3 дойные коровы и молодняк. В будущем хотят расширить поголовье до 20 коров. Есть табун лошадей, кроме того, есть большая заинтересованность в развитии так называемой скороспелой отрасли. Начали с выращивания кроликов. Крольчатину населению реализуем по заказу. Берут как диетическое мясо. С прошлого года упаковываем в вакууме. Таким же образом замораживаем и овощную культуру. В плане приобретения оборудования для шоковой заморозки. Тогда появится возможность длительного хранения реализуемых овощей и мяса. Научно-исследовательской работе в школе уделяется большое внимание. По всем направлениям агропрофиля ведется проектно-исследовательская работа. Ребята пробуют себя и в новом для севера направлении, как выращивание винограда. Прошлой осенью собрали первый урожай. Таким образом, при умелом подходе в сельских школах можно не только обеспечивать себя овощными и мясными продуктами, но и реализовывать населению. Любовь Гоголева, Федор Тарасов, Якутск, Хангаласский улус. Продолжим говорить об агропромышленности. Стильный и удобный фудтрек бренда «Мархинская» теперь будет на постоянной основе украшать центр столицы. Мясная лавка на колесах создана по спецтехнологии для удобства жителей и гостей Якутска, где продают свежее и охлажденное мясо свинины. Подробности в материале Ульяны Шагиной. Большое спасибо вам. Пожалуйста. Фудтрак с самого утра уже привлек внимание горожан. Люди выстраиваются в очередь. Всем хочется купить охлажденное, свежее, а главное – местное мясо свинины. Вообще, я думаю, что для горожан это очень даже хорошо. Выглядит очень современно, симпатично. Питаюсь этим мясом, оно классное. По нему сразу видно, да, что оно свежее и оно очень высокого качества. Пробовали вообще когда-нибудь мархинское? Ну, конечно. И как? Вкусно. Сегодня брендом «Мархинская» после ухода из жизни бессменного руководителя крестьянского хозяйства Владимира Кабохина занимается его зять Денис Савостин, который буквально за год привнес в свинокомплекс новое дыхание. Сегодня компания сама производит, перерабатывает и продает свежее мясо. Мы на сегодняшний день планируем увеличить производство мяса с 250 тонн до 2500 тонн мяса в год. У нас есть достаточно серьезная программа по развитию свинокомплекса. Мы вошли в инвестиционные проекты
поддерживающей корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Также у нас в планах переоснащение производства для того, чтобы изготавливать полуфабрикаты мясные, значит, разные деликатесы и готовую продукцию под брендом «Мархинская». Свинокомплекс совершенствуется, изучает опыт ведущих российских производителей и зарубежных партнеров, а также большое внимание уделяет поиску специй, от которого зависит неповторимый вкус будущих продуктов из местной свинины. У нас есть несколько компаний, которые закупают со всего мира специи и делают премиксы специально для нас по нашим рецептурам. Сейчас как раз идет тестирование этих рецептур. Главной фишкой бренда «Мархинская» является фудтрак, который теперь будет украшать центр столицы. Это мобильная кухня на колесах. Выглядит красиво и стильно не только снаружи, но и изнутри. Фудтрак полностью автоматизирован, чтобы охлажденное мясо и готовая продукция хранились под определенной температурой. У нас существует морозильная камера, которая позволяет использовать правильный температурный режим. Также витрина, она охлаждает мясо. Здесь также сохраняет определенную влажность, что тоже важно для того, чтобы сохранить качество продукции. Все поверхности сделаны из нержавеющей стали. У нас имеется раковина и умывальник, холодная и горячая вода. Здесь все сделано для комфорта наших продавцов и для безопасности наших покупателей. Кстати, название бренда «Мархинская» придумали сами жители Якутии. Постоянные клиенты компании, которых с каждым днем становится больше. Здесь огромное значение уделяют качеству продукции. Сотрудники проходят постоянное обучение по безопасности пищевых продуктов ХАСП. Так что бренд «Мархинская» – это не только вкусно, но и безопасно. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Поговорим и о культуре. В столице республики вновь распахнула свои двери Национальная галерея зарубежного искусства. Напомним, в марте 2019 года ее закрыли на реставрацию. Проект был реализован по плану федерального финансирования в честь столетия якутской автономии. К значимому событию приурочили и открытие выставки Приморской государственной картинной галереи под названием «Фландрия и Голландия. 3 века искусства». Посмотреть на картины можно еще продолжительное время. Выставка будет работать для всех посетителей с 26 марта по 24 июля. Выставка, которая сегодня открывается в этом прекрасном обновленном здании, называется «Фландрия и Голландия. 3 века искусства». Выставка не случайна, потому что на самом деле мы знаем, что эта галерея зарубежного искусства носит имя Габышева, который тоже был очень увлечен и занимался малыми голландцами и собрал прекрасную коллекцию западноевропейского искусства, которая была передана в Национальный художественный музей. Поэтому посчитали, что, наверное, было бы интересным сделать такой вот подарок жителям республики и представить действительно голландское, фламандское искусство, потому что этот период в истории мирового искусства, мне кажется, один из интереснейших. С завершением фестиваля Муусустар в нашем городе стало гораздо теплее. Возможно, это связано с передачей холода, которая состоялась в ходе молодежного мероприятия. Повелитель холода Чисхан вручил символ олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделине Сотниковой. Фигуристка пожелала гостям фестиваля крепости духа, энергии и здоровья. Стоит отметить, что помимо передачи холода, олимпийская чемпионка Сотникова провела олимпийский урок, в котором продемонстрировала технику правильного скольжения, а также показала современные технические элементы фигурного катания, принятые в мировой практике. Прошедший фестиваль Муусустары не единственное мероприятие, которое может привлечь гостей в нашу республику. В Якутии может появиться еще одна точка притяжения для туристов, причем не только из России. Потенциал северных широт оценила команда полярного исследователя Богдана Булычева. Автомобильная экспедиция завершилась буквально на днях и сразу с несколькими рекордами. Что поразило опытных путешественников, выяснял Максим Кардозу. Это мыс Паксово на Барском районе. Он считается самой северной материковой точкой на Дальнем Востоке. И именно сюда исследователи планируют привозить туристов. То есть турист должен туда приехать, и просто должно быть осознание того, что он находится на краю, может быть, земли, да? Там есть такая вот самая его особенность. Он напоминает корабль, вот как «Титаник». То есть это прям
50 метров отвесные скалы в обе стороны, абсолютно треугольный такой выступ прям кораблем. Внизу у тебя ниже 50-метровой этой высоты торосы изо льда под двухэтажное здание. Справа открытая вода, потому что там сходятся два течения, течение Анабара и с моря Лаптевых. Все это невероятно красиво, парит, белые медведи, очень сказочно. И ощущение, рядом стоит маяк, прям тут же на мысе, и вот антураж невероятный. Команда Богдана Балычева отправилась в это путешествие по заданию китайского туроператора. В Поднебесной много желающих побывать в Арктике, познакомиться с жизнью коренных народов. И этот якутский мыс может стать идеальным местом для приема иностранных гостей. Именно для того, чтобы привозить туристов вот на такую точку, где они будут получать эмоции, где они будут добираться до самого края Земли. Вот если мы говорим про азиатские страны, про Китай, то это Дальний Восток, они ассоциируют себя с ним, и добраться до самого края своего региона, вот своего, так скажем, практически материка, это очень круто. И вот именно это мы прорабатывали в этой экспедиции. Экспедиция до конечной точки для путешественников тоже стала настоящим приключением. Команда проделала весь путь по зимникам на машинах и даже установила 2 рекорда. Ни разу автомобиль не заезжал за 74-ю параллель северной широты. А вот как раз, когда ты приезжаешь на мыс, то прямо на мысе эта параллель как раз ты ее переступаешь. То есть если с навигатором делаешь шаг, то ты как раз 74-ю переступаешь. И второй вопрос. Достижение самого мыса на автомобилях. Туда тоже никто не добирался. Он труднодоступный, очень своеобразный. Но для того, чтобы мыс Пакса стал настоящим туристическим объектом, там нужно провести генеральную уборку, продумать размещение, логистику. Все эти вопросы решаемы. И по словам членов экспедиции, первые гости смогут там побывать уже в следующем году. А на карте Якутии появится еще один уникальный центр притяжения мирового уровня. Максим Кардоузу, Виктор Олесов, Москва. И в завершении выпуска коротко о погоде. В ближайшие сутки на восточной территории республики осадков не ожидается. На остальной территории синоптики прогнозируют небольшой снег, на западе местами умеренный. На юге снег местами сильный, поземки при порывах ветра до 8-13 метров в секунду. Местами на юге и в арктических районах. Температура ночью составит минус 18, минус 23 градуса, а при прояснении на севере минус 25, минус 30. На северо-востоке Якутии минус 33, минус 38. На западе при снеге минус 12, минус 17. Температура днем минус 4, плюс 1. На юго-востоке Якутии плюс 1, плюс 6. На северо-востоке минус 8, минус 13. В арктических районах минус 15, минус 20. Местами минус 20, минус 25 градусов. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.